Прывітанне, дарагія сябры. Мяне завуць Оля Чайковская, я прадзюсарка і дырэктарка кінафестывалю «Паўночнае ззянне», і з вами традыцыйны онлайн-марафон цікавых сустрэч, які называецца «Ззя Лайв». «Ззя Лайв» – гэта наша ініцыятыва для падтрымкі кантакту і сувязі з вами, наши дарагія гледачы і слухачы ў час пандэміі, якая звязаная, в прынцыпе, з тым, што фестываль мы мусілі перанесці. Першапачаткова фестываль мусіў адбывацца ў афлайне, ў кінатэатры «Мір» у Менску, вот якраз у гэтыя даты, але лёс склаўся так, што мы прыдумалі нейкую іншую для вас зараз ініцыятыву ў онлайне. Сёння мы размаўляем, у нас вельмі цікавая гутарка, сёння мы размаўляем з Светай Гатальскай. Света, прывітанне. Привет всем, привет. Света сузаснавальніца ініцыятыўнай групы, якая працуе над прыняццем у краіне комплекснага закону пра супрадзеянне хатняму гвалту «Маршыруй, дзетка». І тэма размовы у нас сёння сітуацыйны актывізм, але і шмат розных іншых пытанняў мы яшчэ ўздымем. Размаўляем разам, вядзем гутарку разам з Кацяй Ігнашевіч, фотографкой «Паўночнага ззяння». Катя, прывітанне. Привет и привет. У меня немножко водное покороче, да? Ну так. Дзяўчаты, дзякую вам вялікі, што вы знайшлі час і пагадзіліся. Увогуле клёва так збірацца, размаўляць. Зараз я праверу, што у нас все працуе. Ці працуе у нас усё? Так, все мусіць працаваць, мы ў эфіры. Ну, пачнем з такога пытання, вот, каб разабрацца ў панятках, што такое ўвогуле, Света, сітуацыйны актывізм і які яшчэ актывізм бывае? Ну, активизм бывает очень разный на самом деле. Ситуативный активизм – все очень просто. Мне кажется, из понятия самого термина понятно, что случается какая-то ситуация, да, какой-то социальной несправедливости, либо какая-то проблема возникает в обществе, и люди в этот конкретный момент собираются, объединяются и начинают делать что-то, чтобы эту проблему решить как-то совместно, да, то есть как-то аккумулируют свои усилия, призывают других людей присоединиться. И мне кажется, таким на данный момент, раз уж мы тут в онлайне говорим, да, вместо того, чтобы фильмы смотреть сейчас в кинотеатре, прекрасное от «Паўночнага ззяння», вот, например, в такой момент карантина, пандемии, изоляции, да, очень многие люди сейчас объединились и собирают там на разных краудфандинговых площадках, собирают средства для того, чтобы помочь медикам, помочь врачам, которым не хватает средств индивидуальной защиты. Это такой сейчас прям глобальный ситуативный активизм Беларуси. И это, мне кажется, такой очень яркий пример, который очень просто показывает, что такое ситуативный активизм. То есть мы прямо сейчас, как граждане страны, видя проблему, мы пытаемся как-то все вместе, аккумулируя наши там ресурсы, деньги, связи, социальные сети и возможности распространить эту информацию, как-то эту проблему решить настолько, насколько можем. Вот это, собственно говоря, ситуативный активизм, если так коротко еще и с примером. Вот, и вообще активизм бывает разный. Он бывает пассивный, да, там, подписать петицию, кинуть ссылочку, рассказать друзьям. Бывает активный, бывает с выходом в публичное пространство, да, то есть это уже такие более конкретные активные действия, когда люди выходят на демонстрации, на митинги, на марши, на прайды, да, и таким образом отстаивают какую-то свою точку зрения, либо заявляют о каких-то недостатках власти, недоработках системы, о своих каких-то проблемах. И поэтому, да, активизм, он такой очень многогранный, но я так начала пассивный и улыбнулась. На самом деле любой активизм хорош, что угодно, ну, как бы для меня любое действие лучше бездействия, поэтому я считаю, что даже если люди подписали петицию или кинули ссылочку, это уже намного лучше, чем просто ничего не делать и отмахиваться, да, и пытаться не замечать того, что происходит. Вот, да, это если коротко. Слушай, вот классно ты затронула тему, то, что люди стали активно собирать деньги для работников. Ой, вылетело слово из головы. В общем, да. Да. Расскажи, как вообще сейчас обстоят дела с активизмом?
ну, как люди собираются, как вообще социальные инициативы сейчас действуют? Слушай, на самом деле, я вот наблюдаю за ситуацией нынешней карантина. С одной стороны, конечно, страшно и как-то боязно за врачей, да, за медсестер, за работников, работниц скорой помощи. Но с другой стороны, я вот как бы с годами вижу нарастание вот этого самого, да, там и ситуативного активизма, и вообще, в принципе, активизма в Беларуси. И мне кажется, что все-таки как-то наша страна и люди идут больше к каким-то активным действиям и к какому-то выражению своих потребностей, да, к какому-то, может быть, неправильное слово, но не согласию с чем-то, да, чем там, вот на кухне мы поговорили за чаем, да, там как все плохо, ну как-то, ну да, ну что мы можем сделать? Ну ничего не можем сделать, да, как бы выпьем еще чаю, да, и как бы, и, ну сейчас как-то, мне кажется, все меньше и меньше людей, которые просто отмахиваются от проблемы, от каких-то несправедливостей и социальной проблематики в стране, и все больше людей, которые готовы активно как-то включаться и что-то делать, и с этой точки зрения, мне кажется, карантин и вот эта пандемия, которая с нами случилась, она вот показала, что на самом деле очень много есть людей, которые готовы брать на себя ответственность, ну, как бы активизм — это в первую очередь, да, про мою социальную ответственность как человека, да, там, как Светы Гатальской, не как представительница там гражданского сообщества, да, а просто как моя человеческая какая-то ответственность, которую я на себя беру. И с этой точки зрения мне очень радостно видеть, что очень много людей, даже не из каких-то гражданских там инициатив, да, не активисты, возможно, даже никак не связанные с там медицинскими учреждениями, да, и не особо понимающие, какова там ситуация, они просто начинают спрашивать, может быть, нужно чем-то помочь. И вот сейчас в Столбцах, если вы читали, да, это под Минском город, случилось очень много случаев заражения, и уже куча инициатив просто собирает деньги на Мола-Мола, очень много краундфандинговых компаний. Там Hackerspace подключился, делает щитки, да, там очень много бизнеса переключилось там с трусиков и маечек, да, там на маски и средства защиты. И это очень здорово, мне кажется, когда мы видим, что как-то и бизнес подключился, да, и простые смертные, если можно так сказать, да, и люди, которые как-то причисляют себя к гражданскому сообществу и к активистскому. И прям, и мне вот очень радостно, серьезно видеть, как все-таки как-то мы понимаем, что мы тут не по разным норочкам сидим в квартирах, а есть что-то, что мы можем сделать как общество, и делаем это, и это очень здорово. Конечно, как-то недавно читала материал, в котором Бабарика очень много тоже рассуждает, директор, да, банка, тоже и активизме в том числе. Он тоже там, конечно, правильно сказал, что, ну, слушайте, я бы мог сказать о широком распространении социальной ответственности, да, если бы на самом деле это не было, там, к сожалению, 1-2% от всех наших 9 миллионов. Но я как-то более позитивно смотрю. 1-2% от 9 миллионов — это не 0% от 9 миллионов. Поэтому я думаю, что очень люблю эту фразу: ты не можешь быть тем или той, кого ты не видишь, а сейчас все больше людей занимают активную позицию, и мне кажется, что чем больше людей будет это делать, тем больше людей будут видеть этот пример и подключаться, потому что все-таки это очень приятно, когда ты потом понимаешь, что вот твоя там какая-то, не знаю, пусть даже перепост или голос под петицией что-то мог поменять. Вот. Слухай, ну мне таксама гэта вельмі радасна, все, што адбываецца такая кансалідацыя наконт пасядзець на кухні і паразмаўляць за кавай, гарбатай, потым нічога не зрабіць. Это просто так рэзаніруе з вот увогуле сітуацыяй, напрыклад, у маёй сям'і, там з маімі бацькамі, вот іх такая трошку пазіцыя. Вот, да, я тоже немножко заболела, знаешь. Такое, что типа, вот, ну что там, вот мы поговорим, а что мы можем зрабіць, а кто нас послухае, вот такая как бы позиция. Это же не мы решаем, а это же вон там решают. Ну, это, знаете, как раз-таки за счет того, что, к сожалению, да, все меньше как-то у белорусов веры в то, что им помогут, как бы это страшно ни звучало, да, все меньше, ну, все больше разочарованности в системе, и
как-то все меньше примеров того, что государство там, да, и система как-то помогает и на самом деле что-то делает, тем больше люди как бы такие: ладно, нам никто не поможет, надо как-то собираться и что-то делать самостоятельно. Но это тоже влияет, конечно же, это тоже усиливает вот это, наверное, ощущение, там, что кроме меня, мне никто в этой ситуации не поможет, да, и поэтому, мне кажется, как бы активизм еще крепнет за счет вот этого, к сожалению, разочарования и понимания, что, да, как бы твоя судьба в твоих руках. Да, это як мы вчора размаўлялі з Косцем з майстэрні сацыяльнага кіно, пра тое, што таксама ў Беларусі кінаіндустрыі няма, і акрамя нас саміх, тых, хто хоць нешта робіць, ніхто нам не дапаможа. Такая ж сітуацыя, ў прынцыпе. Слухай, ну, пытанне наконт «Маршируй, дзетка». Як з'явілася, калі з'явілася, рэакцыя на што гэта было? Тому што «Маршируй, дзетка» — гэта, ў прынцыпе, такі прыклад сітуацыйнага актывізму наўпрост. Вот распавядзі пра гэта. Да, я постараюсь коротко, потому что, ну, на самом деле это такая тоже история внезапная. Я в гражданском активизме с 2014 года, и начала я с темы гендеросексуальности, работала с темой языка вражды, а потом такая: все, как бы, блин, активизм — это хорошо, конечно, но как бы хочется что-то свое, деньги там зарабатывать уже наконец-то. Я переключилась на социальное предпринимательство, открыла магазин без упаковки, но, естественно, как бы от темы феминизма, гендерного равенства никуда не уходила, очень много преподавала, проводила тренинги, семинары на эту тему, и, естественно, общалась, да, и с представителями гендерных инициатив, организаций очень разных в Беларуси, познакомилась с такой инициативой, как «Радислава», да, это убежище для женщин, которые пострадали от домашнего насилия, гендерные перспективы, Центр по продвижению прав женщин и ее права. И вот как бы посчастливилось мне, да, пообщаться с женщинами, которые пережили домашнее насилие в феминистском лагере. И как бы с темой я была знакома, да, разговаривала с женщинами, слышала их истории, там, общаясь с теми, кто работает с этой темой как бы на экспертном уровне, знала там черные дыры в нашем законодательстве, да, почему, к сожалению, эта проблема уже там 20 лет никак не решается на каком-то высоком уровне. И когда я услышала, что наконец-то начали разработку концепции законопроекта, да, по предотвращению насилия в отношении женщин, я просто сидела и такая: боже мой, как прекрасно, скоро появится закон. То есть у меня не было даже никакой мысли о том, что это может не случиться, потому что, ну, настолько для меня было понятно, почему он должен появиться, да, как бы там ужасные цифры, статистика, которую не только озвучивают гендерные организации, но которая точно так же подтверждает Министерство внутренних дел, которые, да, напрямую как бы работают и с пострадавшими от домашнего насилия, и видят все эти истории напрямую, что я просто сидела и радостно ждала, когда же примут закон. И поэтому для меня было огромным шоком, когда в октябре 2018 года я увидела репортаж, где президент страны прямым текстом говорит, что нет у нас вообще никакой такой проблемы, это все западная какая-то ерунда нам навязанная, мы будем защищать наши славянские ценности, чтобы это ни значило, и вообще хороший ремень иногда очень полезен для ребенка. И я даже не знаю, как описать мои ощущения от того, что я услышала, потому что это была какая-то жуткая смесь страха, злости, и у меня вся лента просто пещерела там сообщениями моих подруг, коллежанок, друзей о том, что, боже мой, какой ужас, как вообще это могло произойти. Да, как бы статистика, к слову, показывает, что каждая третья женщина в Республике Беларусь подвергается домашнему насилию, а это огромное количество людей. И когда говорят, что нет у нас такой проблемы, первое, что хочется спросить: а статистику вы вообще почитали, Александр Григорьевич, перед тем, как заявлять это? И моя на тот момент знакомая Марина Корж написала мне просто в личку, это была уже очень поздняя ночь, и она говорит: Света, я не могу, надо что-то сделать, давай что-нибудь сделаем. Я говорю: блин, Марина, я тоже не могу, надо что-то делать. Ну, как бы это было просто такой какой-то злости в тот момент. И я не придумывала велосипед, я говорю: слушай, я не знаю, что мы можем прямо сейчас, поздней ночью, там, да, сделать. Я говорю: давай я сделаю группу закрытую вот, в Фейсбуке.
вообще не придумывала велосипед, да, говорю, давай я сделаю закрытую группу, мы туда добавим всех, кто как бы, да, кто готов как-то подключаться к работе, ну и потом посмотрим, что можно сделать. Хорошо, сказали мы с Мариной, я создала закрытую группу, назвала ее «Маршируй, детка», и к утру в этой группе было 1600 человек. И мы проснулись, увидели эту 1600 человек, поняли, что заварили мы нехилую кашу. Да, что теперь надо, что теперь вот точно надо что-то делать, раз уж такой резонанс, раз уж так много людей. Да, и уже к вечеру следующего дня там было 2400 человек в группе. Ну и мы как бы благодаря тому, наверное, что уже не первый год в гражданском сообществе, да, и в активизме у нас были какие-то уже там налаженные связи и знакомства, и мы просто договорились с галереей за что им огромное спасибо. Юля, Валя, спасибо вам огромное, на самом деле. Они просто предоставили нам помещение бесплатно, и мы как бы устроили такую офлайн-встречу, куда пригласили Ирину Ольховку из «Гендерных перспектив», и Олю Горбунову, и Олю Янчук из «Ивки», да, то есть мы собрали женщин, которые работали над, как бы помогали МВД в разработке этой концепции законопроекта, которые уже 20 лет пытаются сделать так, чтобы все-таки появился этот комплексный закон. Потому что мы с Мариной не работали с темой домашнего насилия напрямую, да, я работала с темой там, феминизма и гендерного равенства, Марина работает там с развитием местных сообществ, и мы собрали очень много людей, было очень много журналистов, журналисток, пришли пострадавшие от домашнего насилия, были представители гражданского сообщества, то есть было очень много людей, там более 150 человек присутствовало в галерее на тот момент. Белорусский свободный театр помог нам сделать онлайн-трансляцию, привезли кучу техники, то есть все было очень здорово, красиво, спасибо вам тоже большое, вы очень нас поддержали тогда. И смотрело еще около 100 человек нашу трансляцию, и мы тогда проработали очень много тем, ну, которые, конечно, не все в итоге потом вылились в какие-то подпроекты. Ну, и так мы начали работать, и первой нашей какой-то такой деятельностью была разработка петиции, да, за то, чтобы все-таки этот закон был принят. И дальше уже просто пошла такая поддержка этой темы в СМИ, потому что, конечно же, после того, как гендерные организации 5 лет работали, да, помогали Министерству внутренних дел в разработке этого законопроекта, у них просто руки опустились, да, когда после одной фразы одного человека работа огромного министерства, огромного количества организаций просто была перечеркнута, у них просто опустились руки, мы стали такой, наверное, поддерживающей силой в тот момент, которые просто как бы перехватили инициативу на себя, и мы просто как бы начали делать так, чтобы эта тема не ушла совсем, да, в черную дыру, не исчезла, потому что, да, обычно, к сожалению, у нас один человек все решает, и когда этот один человек говорит, что нам это не нужно, то, как бы, значит, нам это не нужно, да, и вся работа прекращается, все замораживается, поэтому мы делали все, чтобы все-таки тема не ушла в подворки новостей, и мне кажется, мы до сих пор хорошо справляемся с этим, хотя вот уже, видите, это уже такой не ситуативный активизм, да, уже 2 года прошло. На самом деле, вот тоже недавно мы с Мариной, 2 года прошло, 2 года. А мы думали, что когда мы петицию откроем, мы такие, все, мы сейчас быстренько насобираем, очень много голосов, все будет клево, все же люди понимают, что насилие – это плохо. Но, как бы, к сожалению, так не случилось. Ну вот да, вот так появилась «Маршируй, детка», и да, мне кажется, что это тоже такой хороший пример ситуативного активизма, когда просто там 2 человека решили, что надо что-то делать, и собрали вокруг себя какую-то группу людей, которые могут подключаться на разных уровнях, да, то есть мы не какая-то организация зарегистрированная до сих пор, да, и как бы мне кажется, что это тоже с какой-то точки зрения наш плюс, потому что с нас тяжело что-то, да, как бы стрясти, мы не зарегистрированная организация, мы группа активных гражданок, да, и мы как бы работаем над тем, чтобы концепция законопроекта была принята, либо, по крайней мере, мы вернулись к ее разработке, вот. Да, кстати, Марише передаем привет. Мариша сейчас в изоляции в Грузии, где не может выходить из дому после 7, поэтому с какой-то точки зрения наша изоляция и карантин в том виде, в котором он сейчас есть, это очень такой лайт-режим, поэтому, Мариша, держись. Слушай, вот ты говоришь, что «Маршируй, детка» уже существует 2 года, и все это время вы активно лоббируете закон против домашнего насилия в Беларуси. И расскажи, пожалуйста, вообще, как обстоят дела, есть ли какие-то апдейты, ну, какой статус вообще сейчас? Да, ну смотри, за это время нам, наверное,
мы ушли от вот этого поддержания темы в новостях, да, в топе новостей, и проводили арт-интервенции всякие, да, наверное, там кто-то читал про оранжевые туфли на Якуба Колоса, которые мы ставили. Очень сильно эта акция прогремела, и какой-то такой, как нам казалось, очень простой способ донести информацию стал очень таким визуально понятным, и очень многие люди подходили и говорили, что мы как-то не задумывались даже о том, что домашнее насилие приводит к смертям, ну, а мы очень как бы четко показали, что вот такое количество женщин, да, как бы умерло там за первое полугодие. Но на самом деле, к сожалению, по статистике, в тот год, когда, ну, вот в 2018 году за первое полугодие от домашнего насилия, хотя, конечно, у нас эта статистика не полная, к сожалению, да, так как нет такого понятия в законодательстве, в принципе, на данный момент. На тот момент умерло от домашнего насилия, погибло 46 человек, и уже после заявления президента в 2019 году, за первое полугодие 2019 года уже было зарегистрировано 55 смертей. То есть количество смертей увеличилось. Это, конечно, такой очень пугающая статистика. Но да, на данный момент мы перешли, мне кажется, от такого как-то просовывания, да, темы, от арт-интервенций, от One Billion Rising мы провели, да, такую акцию в столице. Это такая международная акция, которая призвана привлечь внимание к насилию в отношении женщин. Вот мы тоже провели ее в столице, то есть мы делали флешмобы, акции, и потом просто поняли на каком-то этапе, что очень много можно проводить акций, привлекать внимание людей, и это как бы хорошо, здорово и правильно, да, как бы поддерживать тему в СМИ, но нужно выходить и общаться с теми людьми, которые имеют выход на принятие решений, да, то есть можно там сколько угодно рисовать картины и надеяться, да, там, не знаю, что искусство изменится, да, но если ты не будешь работать с теми людьми, которые принимают решения по этому поводу, то, скорее всего, это займет очень много времени и, возможно, совсем не случится. Поэтому там, благодаря тому, что Марина была в Брюсселе, где также был Макей Владимир Владимирович, министр иностранных дел, мы попали на прием к министру, чем тоже как-то показали, что, вау, простые люди могут попасть на прием к министру, просто задав вопрос. И это был тоже такой шок, да, типа, а что, так можно было? Оказывается, можно. И у нас тоже это был шок. Какой вопрос был? Вопрос был, вот вы знаете, Владимир Владимирович, вот сейчас очень большая проблема домашнего насилия в Республике Беларусь. И вот недавно был отвергнут, да, как была отвергнута концепция законопроекта по противодействию домашнему насилию. Подскажите, пожалуйста, что мы, как гражданское общество, можем сделать для того, чтобы все-таки этот законопроект был принят? И Владимир Владимирович сказал, знаете, это очень интересный вопрос, давайте мы с вами встретимся в Минске и поговорим об этом. И мы, конечно, не верили, что это произойдет сначала. Неожиданно. Да, но это на самом деле случилось. И как-то после этого, мне кажется, даже к нам стали немножко более серьезно относиться, да, не просто как там к бешеным феминисткам, которые кричат там о каких-то несуществующих проблемах, но еще как бы, да, и как о людях, которые способны, видимо, нормально разговаривать, раз их там, да, как бы к министру пускают. Вот, С министром дружат, что тут? Раз так произошло, тут уж как бы, да. Вот, и сейчас мы работаем, пытаемся, ну, как бы перед самым коронавирусом мы начали работать с депутатами Палаты представителей Совета Республики, мы вот ждали выборов, да, когда обновится состав, и уже сходили на 2 встречи, но вот случился карантин, и, как бы, к сожалению, мы эту работу приостановили, но да, мы хотим попытаться создать рабочую группу в Палате представителей, да, которая могла бы работать как раз-таки над тем, чтобы вернуться к разработке концепции, либо, по крайней мере, начать разговор о том, что это необходимо. Вот, поэтому мы сейчас ушли немножко в такой более адвокационный, мне кажется, режим инициативы, да, от каких-то таких там интервенций, флешмобов и оранжевых туфлей до какой-то такой уже адвокации и продвижению на каком-то более высоком уровне. Это для нас тоже такой очень новый этап работы. Я никогда этого не делала, мне жутко страшно было идти к депутатам, да, но мне кажется тоже, если не будешь выходить за какие-то там рамки своего комфортного, удобного пузырика действий, которые ты уже 1000 раз делала, то, наверное, ничего и не изменится.
Поэтому, да, ну вот на таком этапе, собственно говоря, сейчас инициатива. Мы все еще собираем голоса под петицией, но скоро ее уже будем подавать. Вот пытаемся, да, работать с депутатами, надеюсь, продолжим эту работу. Ну и да, проводим тренинги, рассказываем, думаем дальше, как можно еще с помощью каких-то интервенций и перформансов работать. Но, конечно, больше упор сейчас делаем именно на людей, которые имеют доступ к принятию решений. Клас, за гэта вам вялікі рэспект і шмат сілаў. Проста вы неверагодна клёвыя, што гэта ўсё робіце для ўсіх нас. І я спадзяюся, што мы, ну, я не спадзяюся, я ўпэўненая, што ў нейкі момант мы на паўночным зянні сумесна нешта зробім для таго, каб spread the word і падтрымаць. Вот такое ще пытанне, акрамя супрадзення хатняму гвалту і спрыянню вось прыняцця гэтага закона супраць хатняга гвалту, за што яшчэ топіць маршрут дзетка? Ці займаецеся вы нечым яшчэ? Знаешь, мы очень много думали, стоит ли нам размывать повестку, но на самом деле у нас такая очень, очень четкая задача, одна цель, и мы работаем только над тем, чтобы закон был принят. И вот у нас вот только одна цель, к которой мы идем, потому что у нас было очень много там, да, как только мы стали очень активны, у нас было очень много предложений там какой-то совместной работы с какими-то организациями, с политическими партиями, да, то есть очень много людей хотело присоединиться, но мы как бы четко держим оборону, если можно так сказать, потому что слишком много работы было уже сделано не нами, и мы, конечно же, не делаем ничего без как бы предварительной договоренности с организациями, которые уже 20 лет работают над тем, чтобы закон появился. Поэтому мы четенько выбираем направление деятельности и придерживаемся нашего такого очень узконаправленного, да, как бы фокуса. И мне кажется, это очень правильно, потому что здесь, ну, это, конечно, такая очень сложная тема, да, она никогда никого не оставляет равнодушными. Сколько мы не разговаривали с людьми, да, там даже когда подписывали петиции, подписывали мы ее где угодно, на вечеринках, на встречах, на кинопоказах. И всегда, конечно же, подходят люди и там начинают просто задавать кучу вопросов, а вот а почему они сами не уходят, да, там вот это классическое, что неужели у нас там нет никаких законов в стране? Да, конечно, есть, но, к сожалению, этих мер недостаточно, и на вопрос, почему же она не уходит, очень сложно ответить, потому что ситуаций очень много, да, как бы на самом деле, как бы и проблема эта, она очень комплексная, именно потому что это такой очень сложный клубок и психологический, и экономический, да, и завязанный там на том, есть дети, нет детей в семье, да, как бы есть у этой женщины родители, к которым она может уйти, и родственники, либо нет этих родителей и родственников. И там прям такой клубок комплексный, который невозможно, ну, как бы на этот вопрос невозможно ответить там 3 фразами, да, там, нет, она не может уйти, или там, да, она не может уйти, или там, не знаю, почему она не может постоять за себя. Как бы здесь это очень такой сложный вопрос, поэтому вот так много эмоций вызывает вопрос домашнего насилия, потому что, конечно же, сразу, как только мы начали говорить о том, что закон нужен, перевели фокус женщин на детей, закон начали называть законом о шлепках, да, и говорить, что если я ребенка по попе ударю, то меня посадят в тюрьму, там, вы хотите, чтобы всех мужчин посадили там, в тюрьмы, потому что, как бы, да, ну, как бы мы называем статистику. Мы говорим всегда, что да, конечно же, домашнее насилие – это в первую очередь женский вопрос, к сожалению, да, потому что 79,2% тех людей, которые обращаются на горячие линии, это женщины и пожилые люди. Но, конечно же, есть и мужчины, которые страдают от домашнего насилия. Но точно так же в большинстве случаев это мужчины, которые как бы предпринимают насилие в отношении других мужчин, да, и с этим я ничего не могу сделать. Я бы хотела, дорогие мужчины, сказать, ну, что это не так, но, к сожалению, да, статистика такова, поэтому в большинстве случаев это женский вопрос, и очень многие мужчины очень эмоционально реагируют, да, и воспринимают это как какую-то комплексную вину свою в том числе, да, когда мы говорим, что вот, ну, вот такая ситуация, вот такие цифры, и мужчины начинают как будто бы оправдываться за то, что я так не поступаю. Нет, мы не говорим, что все мужчины так поступают, но, к сожалению, статистика такова. Поэтому, да, вопрос очень сложный, очень эмоциональный, поэтому мы там каждый раз очень долго разговариваем
И то, что я поняла, персональный контакт, он, конечно, намного проще и доступнее объясняет проблематику, чем там куча сухого текста и куча статистики, которую можно показать. Поэтому вот такие дела. Ну, ведаеш, вот на самай справе ў Беларусі все яшчэ вельмі акуратна размаўляюць і пра хатні гвалт, і вот пра ахвяраў хатняга гвалту, асабліва у нас вельмі распаўсюджана, як ты сама адзначыла, victim blaming, да, абвінавачванне ахвяры, типа сама дура. І пра фемінізм также гавораць з такой яшчэ такой, ну, опаской, не зусім разумеюць, как с ним обращаться увогуле, а што у нас з фемінізмам. Вот, і я читала інтэрв'ю вот ахвяраў хатняга гвалту. Мне вельмі падабаецца, як па-ангельску іх называюць, не ведаю, ёсць у беларускай эквівалент survivors. Да, выжившие, наверное, можно. Тых, хто перажыў. І ў Беларусі, ну, вельмі шмат, ну, я думаю, што гэта паўсюль так, на самай справе, што менавіта праз вось тое, што ты перажыла нейкі хатні гвалт, нейкую агрэсію, і такое падаўленне, ты прыходзіш да фемінізму, што як бы само жыццё, ну, вот ты інтэрв'ю з ахвярамі, якія чытала, што само жыццё, як бы, так бы мовіць, табе надае вось гэтую фем-оптыку. Ці ёсць у цябе нейкі каментары на гэты конт, і ўвогуле, як ты сама прыйшла да фемінізму, таму што ты вот кажаш, ты ў актывізме, у прыватнасці всім цікавіся, што звязана з гендерам і фем-практыкамі з 2014 года, вот як твой шлях? Ой, да, ну, на самом деле, да, когда я пришла в феминизм, не пришла я в феминизм сразу, конечно же, да, мне кажется, все как-то шло очень поступательно и правильно в плане развития там моих каких-то компетенций. Я начала с гендера и сексуальности, от гендера очень просто перескочить к гендерному равенству, да, я очень много читала, и, к сожалению или к радости, все темы активистские, да, и гражданского активизма, они на самом деле тесно связаны и переплетены. Да, там есть, даже если мы будем говорить про экономику, да, то мы всегда будем говорить про властные как бы структуры, которые влияют каким-то образом там, да, в итоге на природу. Да. Если мы будем говорить там, про образование, то мы тоже будем говорить про какую-то системность, про те же самые иерархии, про выстраивание там, не знаю, наших позиций, там, учитель, ученик, да, как это все происходит. Поэтому, в принципе, как бы все темы активизма, они очень тесно связаны. И так как у меня такой очень широкий спектр интересующих меня тем, да, я там начала вот с гендера и сексуальности, потом перешла к феминизму, потом занялась экологией, потом социальным предпринимательством, и как бы на протяжении всего этого моего пути я читала очень много разной литературы на разные темы, знакомилась с абсолютно разными людьми, ну и сталкивалась по ходу дела с разными людьми, с ситуациями, с отношениями, да, и, наверное, вот это, хорошо ты сказала, оптика, она как раз-таки появляется, когда у тебя появляется возможность назвать как-то явления, с которыми ты сталкиваешься, либо сталкивалась тогда, но еще не знала там, да, ни слов феминизм, ни гендерное равенство, ничего такого. И я очень четко помню первый момент, наверное, когда я столкнулась с несправедливостью в отношении себя, как раз-таки как к женщине. И это было еще в университете. Я тогда еще даже не переехала в Минск, даже не начала свой активистский путь. И я помню, как это был предмет логика. И это была первая пара. Я училась на Иньязе тогда. Ну, как бы, а Иньяз — это огромная поточка женщин. Ну и, возможно, там пара мужчин будет находиться в этой всей поточке. И вот мы сидели на первой паре предмета логика, и преподаватель сразу сходу сказал, я процитирую, эту фразу я запомню на всю жизнь. Так как женщина — это вагина с головой, логика ей в принципе не свойственна, поэтому мой предмет логика будут сдавать только молодые люди. И в этот момент я помню, как я просто подняла вот так вот голову, и также сделала еще там много девушек, да, которые сидели в аудитории. Ну и, конечно, в тот момент я там еще не знала и не умела там не отстаивать свои границы, не знала, как себя защитить, там, да, пойти к ректору, написать заявление, ну, как бы, что я могу сделать.
Ну и как бы я, естественно, подумала, блин, дурак какой-то, не буду я отзывать твой предмет, ну отлично, иди ты к черту. Как бы, но сейчас я понимаю, что у меня вот до сих пор сидит вот это такое сожаление, что ли, да, что я ничего с этим не сделала, никак не защитила свои права, и он там дальше преподавал и дальше говорил то же самое, там, всем потоком иньяза, да, на своих предметах логика. Поэтому мне кажется, что как бы ты приходишь к феминизму либо от своей какой-то боли, которая у тебя есть, да, которую ты четко несешь с собой, зная эту проблематику, либо ты просто как бы учишься, получаешь информацию, читаешь, и потом как-то компилируешь свой предыдущий опыт с тем, что ты нашла, да, как бы и понимаешь, что, это было вот это, так вот что такое сексизм, да, вот то, что он тогда сделал, это, оказывается, дискриминация, и как бы и через этот свой опыт уже понимаешь, что вау. Ну и, конечно же, тоже очень много как-то поддерживающего дала мне информация о положении женщин у нас в стране, а у нас, как бы, к сожалению, очень много несправедливости в отношении женщин, и там одна из таких очень ярких, как мне кажется, это то, что у нас до сих пор существует такой... Ой, я потеряла голос. Существует такой набор... Нет, все. Говори, говори. Бобик сдох. Да, у нас существует такой набор... Блин, так страшно, да, звучит? Существует набор профессий, которые нам, как женщинам, недоступны, и это целая 181 профессия. 181. Не говоря уже о зарплатах, да, то есть мы получаем на той же должности с мужчинами на 20% меньше денег, и это, конечно, очень страшные цифры. Вот. Да, поэтому, ну, у нас очень много, к сожалению, таких вещей, которые, несмотря на то, что можно сказать, да, ну вы же получаете образование, что вам еще надо, да? Там, у вас есть возможность выйти или не выйти замуж, что вам еще надо? Даже аборты можете делать, как бы, да, все же в порядке. Но, к сожалению, да, там есть и дискриминация при приеме на работу, когда у женщин спрашивают, там, собираетесь ли вы рожать в ближайшее время, да, и не дай бог тебе сказать, что ты собираешься там рожать, да, или что ты выходишь замуж, скорее всего, на работу тебя не возьмут, хотя по законодательству как бы не имеют права у тебя спрашивать об этом, но как бы принятие закона – это только первый шаг, который в дальнейшем должен еще поддерживаться очень многими методами, да, и проверками, и людьми, и какими-то устоявшимися обрядами, да, которые помогают этот закон поддержать и не допускать дальнейшей дискриминации. Поэтому, да, мне очень грустно, что до сих пор закон о противодействии домашнему насилию не принято, потому что это вообще только первая, там, да, такая крупичка, которая должна была повлиять на ситуацию насилия в семье. Потому что, на самом деле, те страны, в которых закон был принят, например, вот опыт Литвы очень интересный в этом плане, они приняли закон около 3 лет назад, если я не ошибаюсь, и у них сразу же после принятия закона на 40% сократились случаи домашнего насилия. То есть уже сам факт того, что есть закон, очень многим людям, да, как бы говорит, так, окей, мне нельзя этого делать, иначе будет вот это и вот это, да, то есть меня посадят в тюрьму, там выгонят из дома, например, да, есть такая штука, как есть такой способ оградить агрессора от пострадавшей либо пострадавшего, когда его выселяют до 30 дней из жилья, где находится жертва насилия, да, таким образом люди просто разъединяют, да, как бы две стороны конфликта и не допускают того, чтобы это выливалось в насилие, либо, не дай бог, смерть, как бы это такой очень действенный метод в том числе. Поэтому, да, закона, к сожалению, недостаточно, но надо, это как бы первый вход как бы в то, чтобы дальнейшие способы могли начать действовать, да, чтобы закрутился этот механизм. Ну вот тут мне таксама здаецца, да, што вельмі важна рабіць гэта бачным, вот візабіліці, да, гаварыць пра гэта і візабіліці, вывозіць гэта ў дыскусійнае поле, гэта вельмі важна таксама. Да, Ну, вот, да. слушай, как раз вот эта вот практика говорит о том, что надо как-то людей
рассредотачивать, да, но сейчас такая ситуация, что люди должны находиться дома, Да. и поэтому хотелось бы у тебя спросить, обостряется ли ситуация с домашним насилием во время изоляции? Что вообще сейчас происходит в Беларуси? Есть ли какие-то данные, истории, статистика? Да, да, да. Ну, на самом деле, конечно, то, что люди находятся сейчас в одном помещении постоянно, да, многие не работают, это усугубляет, на самом деле усугубляет ситуацию домашнего насилия в стране. И вот уже есть зафиксированная статистика о том, что вот у организации «Гендерные перспективы» есть национальная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия. И туда на самом деле очень сильно увеличились количество звонков. Поэтому, да, можно сказать, что ситуация как бы на данный момент, к сожалению, да, статистически, кроме как количества звонков, да, никак не может быть оценена, либо мы увидим эту статистику уже после карантина. Ну вот, да, если говорить о том, что происходит на данный момент, как бы у нас, к сожалению, хотя и есть очень разные законы, да, административные, уголовные, но, к сожалению, все-таки у нас очень мало каких-то действенных механизмов защиты, и, да, опять-таки нет специализированного закона, который собрал бы, да, под своей шапкой все там какие-то административные кодексы, да, там уголовные, потому что на данный момент все как бы эти действия и профилактические, и административные в том числе, не очень разрознены по разным министерствам, да, как бы. Я думаю, что здесь не нужно объяснять, что работа таким образом очень сильно усложняется, да, когда работу ведет там не одно какое-то узконаправленное министерство, да, а когда это там на 3 министерства прям раскидано, да, и нужно собирать эту информацию и понимать, как бы, что происходит. Хотя, несмотря на то, что вот сейчас появилась с 2014 года такая очень хорошее нововведение, на мое мнение, как защитное предписание у нас есть в стране, да, но там целых 4 этапа, да, которые нужно пройти. То есть это там профилактическая беседа, да, то есть с агрессором проводится профилактическая беседа, то есть ему говорят: ай-яй-яй, не делай больше так, да, потом официальное предупреждение, постановка на профилактический учет, и только после этого, да, человек может получить это защитное предписание. Но опять-таки пострадавшей жертве нужно ждать нескольких случаев насилия, чтобы это защитное предписание получить. Да, это звучит страшно, но, к сожалению, там за календарный год я должна быть избита 2 раза своим мужем либо партнером, у меня должны быть доказательства этого, то есть я должна обязательно пойти и освидетельствовать медицинские, да, как бы свои увечья, они должны быть правильно оформлены, что, ну, как бы, а что уже подразумевает, что если я не знаю, как они должны быть правильно оформлены, если они будут оформлены неправильно, тогда, возможно, да, как бы этот случай не засчитается, и мне нужно будет ждать следующего случая, да, как бы это звучит страшно, но, к сожалению, вот такова на данный момент как бы реальность у нас в стране, да, в большинстве случаев, если особенно у людей есть дети, да, то женщина возвращается, да, как бы, или мужчину, вот его увозят в милицию, да, вот он отсидел, например, там, да, в лучшем случае 15 суток, в худшем случае получил штраф, который он выплатил из семейного бюджета, то есть общего с женой, да, там в большинстве случаев, вернулся домой, да, как бы, и в итоге я нахожусь в одной квартире с человеком, который меня избил, я подала на него заявление, ну, как бы вы понимаете, что в большинстве случаев из-за давления, там, шантажа, либо насилия, к сожалению, очень многие заявления забираются, да, как бы, а если есть дети, то еще есть у нас такое прекрасное тоже нововведение нашего правительства, как СОП, да, то есть постановка детей и семьи на статус социально опасного положения. И женщины, конечно же, боятся потерять детей в связи с этим. Поэтому очень многие женщины даже не подают заявления, потому что просто они боятся этой постановки на учет и боятся, что у них отберут детей. Вот. И, конечно же, здесь также играет экономическая несостоятельность женщин. Да, то есть если я в декрете, и у меня нет как бы заработка, то процент того, что я смогу как-то, да, вырваться из ситуации домашнего насилия, в которой буду находиться с маленьким ребенком, да, она как бы приравнивается и уменьшается до 0. Поэтому, к сожалению, как бы у нас ситуация такая сейчас, и приблизительно по статистике я помню, что 150 тысяч звонков Министерства внутренних дел получает в год по тематике домашнего насилия, да, и, конечно же, это только те женщины, которые, да, там нашли силы,
позвонить, да, и как-то попытаться эту помощь получить, да, но я буду подсматривать, в 2016 году было заведено только 2337 уголовных дел, а случаев было 30 104, Вау. да. Да, и как бы и они были привлечены к административной ответственности, да, то есть это либо штраф, либо арест на 15 суток. И у нас в стране на 9 миллионов человек только 5 шелтеров, да, то есть шелтеры – это убежище, где женщина может там переждать, да, ситуацию насилия, и несмотря на то, что наша страна очень красиво отчитывается о гендерном равенстве на международном уровне, говоря о количестве кризисных комнат, которые есть у нас в стране, да, то есть кризисная комната – это такой, как это, младшая сестра шелтера, да, то есть это небольшая комната, где женщина может находиться вместе с детьми, но чтобы попасть в эту комнату, если ночью я бегу в одной ночнушке с детьми под мышкой, мне нужно иметь при себе документы, нужно иметь, если ребенок в школе, справку со школы, да, то есть и мне... Побеги, да? Да, то есть сначала я бегу в школу, жду открытия школы, ну, то есть вы понимаете, да, насколько это просто не соответствует реальности и потребностям, да, как бы людей. И, опять-таки, что самое интересное, я не могу там ночевать. То есть эти, как бы, кризисные комнаты не рассчитаны на ночное пребывание, и тогда мне вообще непонятно, как она может мне помочь, если мне негде ночевать. И я там посижу целый день, а потом пойду, как бы, назад домой к человеку, который меня избивал, да, там, и вполне возможно моих детей, как показывает статистика. Да, поэтому 5 шелтеров, и не все эти шелтеры принимают женщин без детей, да, и все эти шелтеры, они организованы либо третьим сектором, да, гражданским сообществом, либо церковью. И, конечно же, этого катастрофически не хватает для той ситуации, которая сейчас у нас в стране происходит. Вот это если коротко вот о том, что сейчас как бы с домашним насилием. Но МВД, за что им огромное спасибо, они не опускают руки, они дальше продолжают работу, пытаются находить какие-то новые способы, там, как-то уменьшать вот эту этапность, да, там, получения защитного предписания, потому что только после защитного предписания агрессора могут выселить вот до 30 дней из жилья, но все остальное время получается, что и вот сейчас тоже женщины находятся там в одной квартире с агрессорами, и у многих, да, как бы нет возможности никуда уйти, к сожалению. Поэтому вот такая ситуация у нас в стране с законом. И да, конечно же, нет никакой такой, мне кажется, очень большая проблема еще в том, что этот закон и все методы, которые сейчас есть, да, и защитные предписания, да, и то, что я могу обратиться в милицию, это все работает на моего законного там супруга, да, то есть если, например, я развелась с мужчиной, и он меня продолжает преследовать, то мне вообще ничем не могут помочь. То есть если он звонит мне и угрожает, либо там ждет меня, не знаю, под подъездом в машине, ходит за мной по городу, мне никак не может вообще никто помочь. Просто потому, что этот человек не наносит мне никаких физических увечий, да, он мне угрожает, ну а как я могу это доказать? И как бы, в принципе, такие ситуации никак сейчас вообще не регулируются, и есть очень безумные, к сожалению, печальные случаи, когда спустя 5 лет, вот был такой случай, по-моему, в Минской области, когда женщина развелась со своим супругом, у нее появился новый партнер, он ее преследовал, она обращалась в милицию неоднократно, но ей как бы говорили, что да, вот это, к сожалению, такая классическая грустная фраза «приходите, когда убьют», вот когда убьют, тогда и приходите. Спустя 5 лет после их развода он ее убил. Он просто ее убил на улице, и это уже после того, как они развелись, и прошло 5 лет. Ну, то есть это, мне кажется, очень сильно показывает, что нужно больше мер, чем просто там, да, административка, штраф, не знаю, профилактическая беседа, да, там, предупреждение. Как бы, к сожалению, тех мер, которые есть на данный момент, их катастрофически не хватает. И вот в законопроекте, который пытались, да, как бы провести, над которым хотели поработать, там была и работа вот с такими преследованиями, то есть не только с отношениями муж-жена, да, но и с отношениями там гражданского брака, партнерства, да, опять-таки там не родственных, да, то есть потому что это работает только там на
родственные связи и на законное замужество, либо женитьбу. Ну и, конечно же, очень много было тоже предложений по поводу того, чтобы квалифицировать домашнее насилие как частно-публичное право. То есть на данный момент только если, только я могу подать заявление в милицию, да, и только тогда может быть возбуждено уголовное дело. В законопроекте, в концепции законопроекта была возможность вынести это как частно-публичное право. И здесь я очень часто привожу пример, он очень грустный и неприятный, но он очень четко показывает, зачем это нужно. Я расскажу реальную историю гендерных перспектив, да, это организация, которая работает с жертвами домашнего насилия в том числе, и у них была клиентка, к которой ходила социальная работница, это была пожилая женщина с инвалидностью, ей нужна была помощь там, в покупке продуктов, да, в какой-то там в помощи в быту, и к ней приходила социальная работница, и в один из моментов, когда она пришла к этой женщине домой, открыла дверь ключом, она увидела, что эту пожилую женщину насилует ее сын. И когда она сказала: давайте я помогу вам подать заявление, давайте мы что-нибудь с этим сделаем, как бы женщина отказалась, сказала, что это мой ребенок, я не буду подавать против него заявлений, и продолжила жить, собственно говоря, в ситуации насилия. И так это и останется, если только жертва может, как бы, да, будет иметь возможность подавать заявление. Если же будет выведена ситуация домашнего насилия в частно-публичное, да, пространство, тогда я смогу заявлять, например, да, о том, что у моих соседей происходит ситуация насилия, да, как бы я слышу, например, неоднократные такие случаи вокруг у себя в квартире, да, я думаю, что это тоже такая история, к сожалению, классическая в Беларуси, я и в Гомеле это слышала, и в Минске слышу сейчас, поэтому даже если вы не сталкивались напрямую с ситуацией домашнего насилия, надеюсь, никто из вас, то можно это видеть, слышать от друзей, знакомых, да, как бы слышать через стенку. К сожалению, это такая наша суровая реальность. Да, также были в законе предусмотрены коррекционные программы для людей, которые применяют насилие, потому что есть очень много, так я говорю так с надеждой, очень много. На самом деле, да, и, немного людей готовы работать, да, со своей агрессией, чтобы не применять насилие. И у нас есть на данный момент только одна такая программа, которая работает в Минске, и этого, естественно, катастрофически не хватает. Она работает только с теми мужчинами, которые уже там осознали, да, то, что у них есть проблемы, они хотят с этим работать, не хотят дальше применять насилие, хотят сохранить семью, но это только одна такая программа в Минске, и, к сожалению, больше никаких коррекционных программ, а тем более программ, которые были бы обязательными там, да, для прохождения, их нет. Да, поэтому... Вот тут, да, это все, конечно, гучыць, як сказаць, devastating, да, просто годна гэта слухаць. І вот я памятаю, калі мы рабілі дыскусію пра хатні гвалт і увогуле пра там эмацыйны псіхалагічны гвалт ў межах паўночнага ззяння год таму, то вот псіхолагі ў адзін голас сказалі таксама, што не толькі ахвяры гвалту як бы церпяць ад гвалту, але і той, хто з'яўляецца відавочцам ці відавочцай гвалту, таксама псіхалагічныя, эмацыйныя потым наступствы як бы мае. Асабліва гэта, канешне, тычыцца дзяцей, то бок, напрыклад, калі ў сям'і там аднаго дзіцёнка б'юць, а іншы на гэта глядзіць, ну, але яго не б'юць, то все церпяць. Ну, адпаведна, агрэсар таксама з'яўляецца ахвярай гвалту, таму што ён прымяняе гэты гвалт. То бок у гэтым ланцужку як бы все пакутаюць, гэта вельмі страшна, з гэтым трэба нешта рабіць. Дзяўчаты, слухайце, у нас на самай справе зусім не засталося часу. Я ведаю, што ў Каці ёсць... Это супер, это вельмі здорава. В прынцыпе, я не магу дачакацца вот ад калег нашых з Еўрарады, ці можам мы гаварыць троху больш за гадзіну. Напэўна, можам. Мы можам, можа быць, два пытанні яшчэ задаць. У Каці, бо ёсць цікавыя пытанні, якія вот мы рыхтавалі. Я уже даже не знаю, насколько они в тему нашего сейчас разговора. Мне кажется, наоборот, если уже беседа подходит к концу, может как-то пробовать более позитивно закончить. Знаешь, такой сидишь, и так душа болит. Такой, о, боже мой, что происходит? Вот так вот просто.
Да. Ну, я не ведаю, вот, Света, мы можем на нечым позитивным скончыць? Конечно, конечно. Ну, на самом деле, да, мне кажется, что вот мы очень здорово начали, да, про то, что все больше людей как-то перестают быть равнодушными, да, к тому, что они видят там на улице, да, к тому, что слышат. Мне, например, очень приятно, что после там каких-то встреч с нами, с Маришей, да, когда мы рассказывали про марширую детку и получали потом фидбэк о том, что там этот один молодой человек у нас был на встрече с нами, и потом написал нам сообщение о том, что, слушайте, вы знаете, я вот до встречи с вами, я как-то думал, ну, да что я могу сделать? Вот я слышу, что происходит как бы ситуация насилия. А что, чем я могу помочь? Я же ничем не могу помочь, да, как бы. Я что, пойду, он меня там тоже убьет, да, я его видел, он меня тоже убьет. И он говорит, что я как бы побывал с вами на встрече, послушал и понял, что на самом деле как бы я могу сделать самую простую вещь, там, вызвать милицию, не побояться это сделать, а вызвать милицию, взять какой-то раздаточный материал, да, там, визитки гендерных перспектив, Радиславы, найти какие-то флеера и просто закинуть, даже если я не знаю, что это за квартира, просто закинуть в почтовые ящики, да, там, повесить, распечатать, повесить плакат в лифте, например, да, там, с телефонами горячей линии, да, или хоть как-то, да, хоть как-то дать эту информацию женщине, потому что, возможно, она не знает о том, что есть вообще помощь, да, либо мужчине, да, поэтому мне кажется, что позитивная нота на том, что помните, что у вас есть эта сила и возможность менять пространство вокруг себя, есть возможность влиять на принятие решений. Вы можете задать вопрос и попасть к министру на прием. Вы можете заявить, сказать, что вы не согласны с решением президента по какому-то вопросу. Да? Это ваше право. Это не мы работаем на то, чтобы система работала. Да? Эта система должна делать все, чтобы мы жили комфортно в нашей стране, но вместе с этим осознанием приходит и ответственность. Поэтому точно так же с этим empowerment от меня про то, что у вас есть это право, у вас также есть и ответственность взять свою жизнь в свои руки. И поверьте, это самое сладкое и прекрасное чувство на планете, когда вы видите итог своей работы, пусть даже вот в таком небольшом действии этого молодого человека, который услышал, и если раньше не звонил, то позвонил. И поэтому я желаю вам почувствовать это, чем бы вы ни занимались. Можно начать с очень малого, можно просто кинуть 5 рублей на помощь медикам сейчас, да, это уже будет огромной помощью. Можно пойти, если вы не боитесь выходить из дома, повырезать маски в хакерспейсе, можно шить маски и распространять их. Есть очень много разных способов на разные ресурсы и знания, поэтому дерзайте. Света, дзякуй вялікі, гучыць вельмі здорава, і вот мне вельмі спадабалася то, што ты сказала ў пачатку, я гэта цалкам падзяляю, любое дзеянне лепей, чым бездзеянне. Уласна кажучы, таму ў межах такой каранціну і абмежаваннях, народнага каранціну і абмежаванняў мы робім онлайн-стрымы паўночнага ззяння, Зя-лайф. Завтра у нас такі прадапошні эфір у 11 раніцы з амбасадарамі Швецыі і Нарвегіі. Далучайцеся, будзе вельмі цікава іх паслухаць пра тое, што адбываецца ў скандынаўскіх краінах. Табе вялікі дзякуй за то, што ты робіш, і за то, што ты знайшла час з намі пагаварыць. Катя, дзякуй. Ты так заряжаешь на то, что все в наших руках. И да, действительно, спасибо большое вообще за то, что проявляете такую большую инициативность и делаете Беларусь страной для жизни. Спасибо. Спасибо. Будзем рабіць гэта разам і будзем заставацца на сувязі. Всем пока. Дзякуй, пакуль.